Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какая радость у вас на носу? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, так прям и спросите, какая радость у меня на носу? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Мои дорогие, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. Так, и огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу подписку. Спасибо. Так, радость. Ну, радости здесь много. Здесь не одна радость, я сразу говорю. Я буду просто, мои дорогие, перечислять. Возможно, это видео посмотрит много людей. Поэтому, чтобы вы вот прям понимали, да, что это предсказание общее, но вылавливайте для себя похожие с вашей жизненной ситуацией моменты. Во-первых, я не могу не сказать, у меня прям глаз падает на эту картинку. Здесь картинка того, что начнутся какие-то очень страстные любовные отношения. Вы извините, что не сначала иду, но вот прям не дает покоя мне эта картинка. Очень страстные любовные отношения между мужчиной и женщиной скоро вспыхнут, причем вспыхнут очень ярко. Мужчина давно мечтал об этой женщине, давно он на нее посматривал, давно он желал с ней вступить в контакт, в такое, знаете, вот прям плотное общение, назовем это. И этот мужчина, он дождется, женщина обратит на него внимание, и женщина зря, может быть, отказывалась от этих отношений, либо считала, что, например, они там неприличные. Я вижу большую страсть, я вижу очень много эмоций хороших, добрых, положительных. И эта страсть может привести к созданию семьи, к созданию пары, к созданию очень теплого, нежного такого гнездышка любовного, да, между двумя людьми. Может быть, кстати, момент, что мужчина был влюблен чуть ли не со школы, да, со школьной скамьи, одноклассник, может быть, даже с детского сада, может быть, однокурсник. Но женщина всего лишь дружила с тем человеком и никогда не принимала его любовь всерьез. А тут я вижу, прям будет момент, что вы сойдетесь. У женщины будет очень много вопросов к этому мужчине, но я вижу, что она примет правильное решение, она расслабится, доверится и об этом никогда не пожалеет. Так, дальше идем. Здесь у вас на работе вышел молот и кирка. Придется усиленно поработать, либо вы сейчас уже усиленно работаете. Может быть, кстати, работаете, поскольку два предмета вышло, на двух должностях, либо совмещаете как бы несколько работ. Вы должны понимать, что здесь вас ждет достойная награда. И вопреки вашему ожиданию, что все, вот-вот, и я просто сломаюсь, да, я устану, я просто рухну. Нет, наоборот, вы поймете, что у вас открывается второе дыхание, и вы поймете, что вы гораздо сильнее, чем вы думали. Знаете, вот эта ситуация — это очень хороший экспириенс, да, хороший опыт на ваше будущее. Обязательно в будущем это вам поможет. То есть я вижу, что вот этот какой-то участок вашей жизни, он очень критичный для вас, потому что, ну, действительно, вы устаете и работаете на износ, но вы живете, вы горите на работе, вы показываете Вселенной, что я могу, я хочу, мне нужны деньги, мне нужно перекрыть там долги, кредиты, либо погасить там что-то, заплатить что-то. Вселенная видит, Вселенная слышит, и Вселенная вам даст. Вселенная вам вот прям даст больше даже, чем вы нуждаетесь, понимаете, мои дорогие. Кстати, я вижу вот девушку, которая за что-то просит, умоляет. Но девушки, вот если вы девушки, вот ваша просьба на сегодняшний день, вот чего вы больше всего хотите и за что больше всего просите. В левую сторону смотрите, не туда вы смотрите, не того вы просите, либо не для того вы просите, не за того человека вы просите, не того человека хотите. Здесь у вас какая-то ошибочка закралась. Вам не дают, потому что эта вещь, либо эта ситуация, либо этот человек, либо просимое не даст вам желаемый результат. То есть где-то вы ошиблись, в чем-то вы ошиблись. Пересмотрите свою мечту, пересмотрите свою просьбу. Высшие силы не против вас. Да, они хотели бы вам помочь, они хотели бы для вас что-то хорошее сделать, но вы не то просите.
Так часто бывает, вот многие люди говорят: ой, у меня мечта, всю жизнь мечтал, ничего не получил. А мечта-то может быть вредная для вас, да, вот человек, например, хотел, ну, я утрированно говорю, да, там, переехать жить в Америку. Вот всю жизнь он мечтал, и вот в один момент он садится на корабль, либо садится на самолет и летит в эту Америку. Прилетает там в Америку, либо приплывает в Америку, и там неожиданно его, я не знаю, там сбила машина, да, допустим. Так же бывает в жизни, бывает. Либо там перестрелка какая-то, случайная перестрелка, он просто попал в эту перестрелку, его застрелили, не дай бог, конечно. Но тем не менее, да, то есть мечта была фатальная. Ему не давали исполниться этой мечте, потому что она вела именно к фатуму, к концу, к злой судьбе. И вот у вас похожая ситуация, что вы что-то просите, но это вещь, либо это человек, либо это ситуация, обстоятельства для вас не принесут ничего хорошего. Вот, не надо так надрываться, лучше поменяйте мечту. Вот серьезно вам говорю. Поменяйте мечту, развернитесь в правую сторону, вам сразу же и дадут. Здесь у вас идет приобретение каких-то вещей. Причем тут какие-то сумки, пакеты, очень много всего накупите. Вы будете под влиянием каких-то людей. Либо, смотрите, тут еще момент такой может быть, что вас какие-то люди позовут и скажут: пойдем, там очень много всего вкусного, и все так дешево, да, либо очень красиво, очень дешево. И вы пойдете, будете накупать. Порадуйтесь как ребенок, потому что действительно какое-то место, ну, волшебное. Скидки будут, либо какая-то распродажа, вот прям такая сумасшедшая. Вы накупите всего очень много, а потом у вас будет прям такой маленький диссонанс, да, я накупила очень много, а как же это вести? У меня столько нет рук, чтобы это все хотя бы там банально донести до того же там такси, например. Но в любом случае я вижу, что настроение у вас, вот эти все покупки, они делают вам настроение на несколько, я не знаю, даже может быть недель вперед. То есть вы будете довольны тем, что скупились, вы скупитесь не только для себя, но и для своих родных, своих близких. То есть вы порадуете всех. Сразу такой комбо у вас идет. Дальше здесь у вас маленькая бабочка вышла. Маленькая бабочка — это исполнение какого-то маленького желания. Знаете, вот какая-то мелочь, но очень приятная. Вот потому что бабочка крошечная, поэтому мелочь будет. Мелочь очень приятная, которая, во-первых, даст вам сигнал, что мечты-то могут исполняться, что желания могут исполняться. Причем, ну, на каком-то на одном дыхании, как будто, да, вот вы подумаете: я хочу это, и тут же вы это получите, либо там в конце дня получите, либо на следующий день получите. То есть какое-то исполнение достаточно быстрое, мощное и вот своевременное, которое вас очень порадует и очень удивит. Дальше у вас здесь семья, семейные отношения, семейные связи. Либо вы будете встречаться с семьей, либо ваши домочадцы будут вас удивлять каким-то, ну, я не знаю, сплочением, да, если они, например, спорили, ругались, ссорились, то они ради вас, либо ради подарка для вас, либо ради какого-то действия для вас, они будут объединяться, и они будут мириться, они будут договариваться. Вот желание огромное для вас что-то сделать, да, как-то вас удивить и как-то вас порадовать именно. Так, могут быть родители, вот ваши пожилые родители, либо пожилые какие-то родственники. Вот тоже могут прям подарочек какой-то сделать, но подарочек такой, знаете, вот либо ковер вам какой-нибудь там 100-летний подарят, скажут: ну, это же раритет, мы же для тебя хранили, на, пользуйся, вешай на стены. А вы будете вот думать: а как бы мне так корректно намекнуть, что ковры нынче не в моде, да, и не считаются знаком там вот как богатой семьи, да, зажиточного дома. В общем, интересный подарок. Либо они вам что-нибудь такое, вот там самовар какой-то огромный притащат, скажут: вот это наша ценность семейная, вот тебе мы передаем, пользуйся. То есть какой-то подарок вот как с двойным для вас назначением. То есть как бы для них это класс, а для вас вопрос, что мне с этим делать. Но я вижу, что вы будете очень добры, вы не покажете, что вам это не подходит, либо вам это не нужно. Наоборот, поблагодарите, да, и потом будете думать, куда бы вам эту вещь пристроить, либо к кому бы ее пристроить. Дальше. Я вижу человека, который издалека хотел бы себя обозначить. Человеку, вот видите, вот он стоит, и он посылает ветерок на кораблик. То есть это может быть желание к вам приехать, огромное желание к вам приехать. Либо это может быть момент того, что человек хотел бы вам что-то отправить, свой привет, свою любовь.
свое какое-то доброе расположение. Может быть, человек вам там цветы закажет, да? Вы получите что-то от этого человека, либо признание, либо стихи, либо там песню вам там споет, запишет, либо действительно какой-то подарок пришлет. Человек о вас думает, человек о вас мечтает, и человек хотел бы быть с вами вместе, удивлять вас, радовать. Человек вас очень любит. Да. Кстати, у кого-то может отыграться, как человек неожиданно приедет, да, сделать вам такой сюрприз, что вот я приехал, встречай меня, да. Ну, тут радость, тут счастье, тут море удовольствия. Вы с этим человеком, я не знаю, вы какие-то, может быть, в какую-то пойдете прогулку интересную, либо в поездку поедете. То есть очень хорошо будете проводить время, будете рады друг другу. Так, вот я не знаю, может это точечно, но вот здесь, смотрите, маленькая машинка вышла. Кто хотел, кто мечтал, у вас машинка появится, да? Либо вы сами себя порадуете, купите эту машинку, либо вас кто-то порадует и купит эту машинку. Мои милые, тут именно машина идет. Она небольшая, но она очень такая, вот знаете, с правой стороны, значит, она для сердца будет, для вас, и она будет вот хороша именно для вас, да, она будет хорошего качества, там не будет ломаться, будет, ну, вам, знаете, как подружка, да, либо как дружок, то есть будете относиться как к своему близкому человеку, вот к машине. Я не знаю, как это объяснить правильно, но я вижу, что вот с правой стороны это всегда к сердцу идет. Дальше. Я вижу слева у вас ситуацию, может быть, связанную с вашим общением, с коллегами, может быть, с соседями, может быть, на каких-то курсах, вот куда вы ходите. То есть там как группа людей, люди все связаны какой-то одной мыслью, одной целью. Вы там людей поразите каким-то своими выводами, либо каким-то своим спичем, что-то вот такое вот сделаете, скажете, либо как-то себя реализуете, что, ну, будут овации. Я не знаю, вот как конкретно, но люди будут вам аплодировать, и люди будут вами восхищаться. Причем это все будет чисто, честно и открыто. То есть, да, не надумано, что вот там, ну, лицемерные какие-нибудь там охи, да, ахи, а именно действительно искренне. Вот вы поверите в свой талант, свою какую-то способность, что вы человек не простой, а человек, например, со способностями уникальный. Вот хорошие люди вас окружают, добрые друзья вас окружают. Вы будете этому очень-очень рады. Дальше. Вот в центре вышли вы сами у меня. Видите, вы сами вышли в центре. Но при этом я такую вещь скажу, что вы находитесь под защитой. У вас очень сильная защита идет. Видите, вот вы как будто бы в коконе сидите. И здесь я вижу, что человек пытается пробить ваш кокон, попытается туда вот пробиться к вам и, возможно, там обидеть, либо, возможно, как-то вас обмануть, что-то хитрое сделать. Но вот эта ваша защита настолько прочная, что, ну, никто, вот вообще, в принципе, да, никто не сможет к вам пробиться. Вы, мои дорогие, это поймете, и вы будете, ну, не знаю, на 7-м небе от счастья, да, что вот у вас, лично у вас, да, есть вот такая сильная защита, и что злым людям либо вы раскусите план какого-то злого человека, либо вот злой человек просто там буквально сломает зубы о вас, да, не сможет ничего от вас добиться, либо получить. Вы будете этому очень рады. Вы будете очень довольны тем, что да, вам высшие силы именно вам дали эту защиту. Мои дорогие, очень хорошее предсказание. Я хочу, чтобы все эти хорошие события поскорее случились в вашей жизни и вас порадовали. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.